Мгм. Добрый день всем. Сегодня у нас интересная такая тема консультационного часа. Это адаптация ребенка к детскому саду. И сегодня мы поговорим об этом. Человека, который работает в системе дошкольного образования. Это старший воспитатель детского дошкольного образовательного учреждения номер 41 города Воркуты. Старший воспитатель Харина Дарья Владимировна. Добрый день, Дарья Здравствуйте. Владимировна. Сегодня мы с вами поговорим о таком очень важном направлении, как адаптация детей к детскому саду. Очень часто, да, у родителей, которые хотят отдать ребенка в детский сад, возникает вопрос, да, а как быть, а что, тут очень много вопросов у родителей накапливается, у бабушек, у дедушек, потому что все переживают за свою красотулечку, за свою кровиночку, чтобы ребеночку было хорошо, комфортно, переживают, чтобы ребеночек не болел, переживают, чтобы ребенку было хорошо, чтобы он эмоционально был благополучен в этой ситуации. Вот в связи с этим, конечно же, хотелось бы задать первый вопрос. Да? Со скольки лет лучше отдать ребенка в детский сад? Ну, это личное дело каждого родителя. Как они считают нужным, так и отдают детей в детский сад. Но лучше, чтобы адаптация прошла более успешнее, делать это нужно с раннего возраста. То есть примерно где-то в 1,5-2 года, то есть это такой самый оптимальный момент, возраст. да, когда дети могут достаточно комфортно привыкнуть к образовательной организации. Ну, это зависит все же от ребенка, конечно, и от условий семьи его, но более комфортнее, чем в более позднем возрасте будет проходить адаптация. То есть, когда ребенок уже настолько психологически как бы уже связан с домом, да, как говорят психологи, здесь более легче как бы вот это вот пережить, вот это расставание. Ну, я же повторюсь, все зависит от ребенка, но в раннем возрасте будет более лучше это сделать. Хорошо. Тогда следующий вопрос такого характера. Вот многие родители отдают деток, сейчас же есть группы раннего возраста, да, когда детки приходят в 1,5 года. Есть группы, когда детки приходят с 3 лет в детский сад. В любом возрасте. Ну, понятно, но чаще всего как бы родители стараются выйти на работу, маме нужно как бы и себя реализовать, да, и ребеночек вроде как должен быть при какой-то образовательной организации, чтобы развиваться, получать какие-то знания, чему-то учиться. Скажите, пожалуйста, вот вообще адаптация ребенка к детскому саду, к чему быть готовым родителям и как вот пережить вообще адаптационный период? Ну, конечно же, вот первый вопрос. Если вот родители хотят отдать ребенка в детский сад с 1,5 лет, да, к чему им нужно быть готовыми, чему нужно научить ребенка к этому возрасту, да, и что он может получить в детском саду. То есть на что стоит обратить внимание именно вот родителям, законным, да, непосредственно представителям, которые приводят ребеночка в детский сад именно вот в младшем, совсем маленьком возрасте до 3 лет. Ну, давайте прежде всего мы разберем, что такое адаптация. Адаптация – это приспособление, привыкание организма к новым условиям. И постепенная адаптация – это необходимое условие при поступлении ребенка в дошкольное учреждение. Адаптация может проявляться разными факторами. Например, нарушение сна, нарушение питания, нарушение иммунитета, нарушение настроения. Но это все прежде всего зависит от ребенка и от его настроя в семье. То есть, если, ну, я вас правильно поняла, то ребенок, приходя в детский сад, какое-то время может плохо кушать, отказываться. Конечно, это и есть адаптация. То есть это нормальное явление. То есть маме не стоит переживать. Не стоит. То есть ребенок голодным не останется, да. То, что он там, допустим, плохо засыпает, если мама говорит, что он дома хорошо спал, то есть это тоже признак адаптационного периода. Это все привыкание ребенка к детскому дошкольному учреждению. Хорошо. И еще очень больной вопрос, конечно,
для всех родителей, что ребенок приходит в детский сад, и все, сразу его там все заразили, его специально там отправили на больничный. Вот эту ситуацию поясните, пожалуйста, для родителей. Это очень смешная, конечно, ситуация. Все детки с разным иммунитетом, все детки абсолютно разные. И вот этот период привыкания, когда они друг к другу привыкают, как раз и заболевают. Ну и в раннем возрасте дети более подвержены заболеваемости, чем в более старшем. Более старше. То есть дети, как я понимаю, да, каждый, приходя в дошкольное учреждение, приносит свою какую-то вот эту вот сферу, да, Да. домашнюю, оно там все это перемешивается, и каждый пытается как бы привыкнуть к Адаптироваться чужим друг к другу, бактериям, да. да, грубо говоря, и вот это вот и есть, что дети начинают заболевать не потому, что их там специально Конечно, заболевают, никто их не а заболевает именно, что это вот специально. идет привыкание иммунной системы, да, к Да. окружающей среде и к другим каким-то факторам. Да, все Так правильно. что, уважаемые родители, не переживайте, это все нормально. Обязательно это все пройдет. Хорошо. Другой вопрос, да? Что должен уметь ребеночек маленького возраста для того, чтобы поступить в детский сад? Ну, не для того, да, немножечко неправильно сформулировала вопрос, что должен уметь ребенок при поступлении в детский сад. То есть не для того, чтобы поступить, а вот он пришел в детский сад, и что он уже, по идее, должен уметь делать, чтобы ему было комфортней привыкнуть к детскому саду. Вот, наверное, так. Ну, прежде всего, ложку держать правильно, ну, просто держать ложку, пытаться самому кушать. Конечно, воспитатели и младшие воспитатели помогают детям, если они не умеют все это самостоятельно делать. Присаживаться на горшок уметь, ну и как-то взаимодействовать с другими людьми. А что для этого делать нужно, я вам расскажу еще. Ага. То есть, в принципе, как бы никаких таких сверхъестественных требований для Никаких. деток нету. То есть он должен уметь держать ложечку. Я так понимаю, что он должен уметь пить из чашки, Да, без бутылочки, без соски. И как-то хотя бы взаимодействовать с туалетными принадлежностями, ну, то есть с горшком, да, то есть понимать, что это такое, ну, или хотя бы его видеть воочию и понимать, что на него нужно садиться, выполнять какие-то действия, да. Отлично. Вопрос еще другого характера. Если ребенок приходит в детский сад, вот многие родители сидят до 3 лет, ну, мамы, да, у многих есть возможность такая, сидеть до 3 лет с ребеночком и как бы комфортно себя ощущать, они его обучают, то есть вот что к 3 годам ребенок должен уметь делать, когда он приходит уже в детский сад, потому что по разъяснениям педагогов, дети с 1,5 до 3 лет, понятное дело, проходят уже какой-то курс обучения, да, в детском саду и очень многое уже умеют. То есть они уже достаточно умелы в своем возрасте, и педагоги их этому уже обучили. Да. Вот как, чтобы не выбиваться, скажем, да, из такой среды, что должен уметь, ну понятно, не прыгает через себя, а вот на уровне 3-летнего ребенка, что ребенок уже должен уметь, придя вот в 3 года в садик? Ну, во-первых, это элементарные навыки самообслуживания, это умыться, знать, где свое полотенце, учиться одеваться уже, потому что в этом возрасте они уже гулять могут выходить. Если это 2-я младшая группа, они каждый день гуляют, то по 2 раза в день могут. Есть ложку держать. И, то есть кушать самостоятельно? Конечно, самостоятельно. Ложечкой. Вилка обязательно в этом возрасте? Нет, вилка не обязательно пока в Ну, этом возрасте. многих родителей это беспокоит очень. Там в средней группе уже добавляется. И, как я уже сказала, навыки самообслуживания. Да. То есть элементарно, да, что-то на себя надеть, что-то снять, Да. не потерять свою вещь в конце, то есть узнавать хотя бы Да, свои хотя бы вещи, узнавать да? вещи. Элементарные культурно-гигиенические навыки, да, то есть Всё правильно. туда входит это помыть руки, умыться там, ну и так далее. Но полотенце, наверное, уже покажут педагоги. Конечно, покажут. Запомнить То главное есть, ему. в принципе, уважаемые родители, ничего Ничего сверхъестественного. Элементарно то, что должен уметь каждый ребенок, это самообслуживание. То есть ребенок должен понимать, да, что такое чистота, что такое гигиена, как кушать, Есть, как пить, как одеться, как раздеться.
в принципе. Да, все То есть правильно. этого достаточно. Другой вопрос. Очень часто волнует родителей, потому что между собой в среде родители разговаривают о чем? Что, ой, да наш привык сразу, буквально сразу начал ходить. А вторые рассказывают о том, что они какой-то период вот ходили по 2 часа, по 1,5 часа, постепенно привыкали и так далее. А есть родители, которые говорят, вот мы уже полгода ходим по 2 часа, да, и все, нас никак не отпускают. Что нам делать? Да? Как быть в такой ситуации? На что обратить внимание? Да? Как быть? Ну, здесь это Что это зависит такое, от да, и каким образом адаптационного это? периода Мгм. самого ребенка. Она может по-разному протекать. Может быть легкой адаптацией, Мгм. тяжелой и средней адаптацией. Это все зависит от ребенка. Если это тяжелая адаптация, она может длиться и месяцами, может и до года длиться. В этот период у ребенка наблюдается ухудшение аппетита, Мгм. вплоть до отказа от пищи, Мгм. нарушение сна, резкие перепады настроения, Мгм. срывы могут быть, капризы. Такие дети в коллективе очень чувствуют себя неуверенно. В некоторых случаях даже можно обратиться к специалисту, если случай очень То тяжелый. есть, если, допустим, вот то, что мамочки говорят, что они ходят по 2 часа, то это, в принципе, не прихоть, а, видимо, то, что все-таки специалисты увидели, что ребенок плохо адаптируется, и для него это тяжелая адаптация для учреждения, к учреждению, к коллективу. И в такой ситуации какие специалисты могут подключиться, чтобы помочь маме, ребенку? Прежде всего, педагог-психолог, Мгм. конечно, в этой ситуации поможет очень хорошо. Наверное, сами Подскажет и воспитатели, да? воспитатели, да, и педагог-психолог. То есть к которому, наверное, все-таки стоит походить и родителям, Да, чтобы прежде снять свой всего стресс, родителям, да. свою стрессовую какую-то ситуацию, потому что, насколько мы понимаем, да, как специалисты, работающие с категорией детей различных, дети очень сильно чувствуют эмоциональное Настроение настроение родителей, своих да, конечно, родителей. это. Поэтому, в принципе, психолог, как бы, это очень важная составляющая при адаптации ребенка к детскому Да. саду. Мгм. Еще одна степень адаптации — это легкая, где ребенок может привыкнуть к детскому саду безболезненно, То есть вот то, о чем очень мы быстро, говорили, да, да, буквально да, моментально, как говорят, мы быстро пошли, да? да, практически не болеют, болеют нечасто, и в период адаптации очень он быстро заканчивается. И средняя степень адаптации — это до месяца-двух, может Мгм, быть. мгм. В этот период ребенок может всплакнуть, но ненадолго. Ну и чаще всего заболевания тоже, конечно, не избежать, как мы уже с вами разговаривали. Вот и на экране, да, мы видим, что есть 3 Да, степени как раз о чем мы прохождения, да, говорили. то есть это легкая адаптация, адаптация средней тяжести и тяжелая адаптация. Поэтому, уважаемые родители, не стоит пугаться слова адаптация вашего ребенка к детскому саду. Каждый ребенок индивидуален, Индивидуален, конечно, каждый прежде всего. ребенок это уникальное существо, человечек со своим характером, со своим пониманием уже какого-то этапа своей жизненной части, да, поэтому нужно обязательно подойти к поступлению, наверное, в детский сад, да, с большим пониманием все-таки в первую очередь со стороны родителей. Конечно, давайте мы поговорим о том, как же вести себя родителям. Да, почему? Потому что я же к чему как бы и веду, да, что, наверное, ребенок-то, он, понятное дело, он попал в среду, ему деваться некуда, он адаптируется, он общается с коллективом детским, он общается с педагогами, он общается с персоналом, да, который находится в детском саду, но все-таки в большей степени всегда, и это я уже как из опыта, да, рассказываю, что у нас в первую очередь адаптацию проходят родители, Да. мамы, папы, которые, наверное, переживают еще больше, чем сам ребенок. Вот что нужно для того, чтобы и маме, и папе, и, естественно, ребенку, соответственно, да, было комфортно и легко привыкнуть к детскому саду.
Да, прежде всего родители должны быть спокойны, уравновешены в своем поведении, и это показывать ребенку, чтобы у ребенка было такое же состояние, потому что Что там состояние страшного родителей, ничего да, нет. ничего абсолютно страшного нет, а состояние родителей очень часто детям передается. Значит, приблизительно за месяц можно начинать подготавливать ребенка к поступлению в детский сад. А, Рассказать, что такое детский сад, для чего он нужен, кто Мгм. там работает, детки, какие могут быть там. Мгм. А, Можно походить на прогулку То есть, ну, вместе с детьми, познакомиться, да? познакомиться, Мгм. да, с коллективом. Можно походить в какие-то центры, чтобы ребенок привыкал почаще видеть Ну, других людей, других да? людей, Мгм. других детей, пытаться взаимодействовать с ними. Часто разговаривать с ребенком о детском саде, что это такое, Мгм. для чего он нужен, что это очень хорошее место, там много игрушек, тебя там ждут, познакомишься с друзьями, Мгм. воспитатели добрые. Нужно настраивать ребенка То обязательно есть на это. всегда это должен быть такой положительный Положительный, конечно. настрой, который, в принципе, у ребенка будет как бы откладываться, да, что там нет опасности. Да. Потому что Мгм. ребенок, он же не знает, куда попадает. И нужно его подготовить. Обязательно нужно подумать о том, чем вы кормите ребенка. Допустим, если это смеси какие-то, Мгм. кашки, то можно постепенно приучать ребенка к еде, которая дается в детском саду. Там. Хорошо, тоже вопрос тогда. Мгм. А как родителям узнать, какая пища в детском Мгм. саду? То есть, Конечно. может быть, это есть возможность ознакомиться с каким-то меню Конечно, на сайте и как... каждого учреждения, в Мгм. том числе и нашего, есть примерное 10-дневное меню. Мгм. То Там есть, расписана еда, которую дети едят в течение ну, 10 дней. ну, понятно. То есть, в принципе, любой родитель, зайдя на сайт дошкольного Любого, да. учреждения, может там найти для себя вот это вот меню, посмотреть, что готовят, да. Да. И хорошо, ну, я посмотрела, да, вот я мама Мгм. молодая, и я вот не понимаю, что такое биточек, да, допустим, или что такое там, не знаю, запеканка, как ее приготовить, вот как, Мгм. то есть можно ли Началась паника, да, да, у мамы? началась паника у мамы. Можно ли как-то, вот, допустим, обратиться в дошкольное Конечно. учреждение, чтобы, допустим, объяснили, рассказали, ну или хотя бы рассказали, как это приготовить, чтобы ребенок потом... Конечно, во многих учреждениях есть консультационные центры, которые оказывают помощь родителям. Мгм. Можно в рамках консультационного центра прийти и пообщаться с педагогами, с педагогом-психологом, ну, с кем угодно, где вам расскажут, какой едой кормят ребенка, в какую группу он будет ходить. Ну и я думаю, если нет Ну, консультационного просто центра, то тоже ознакомиться, да? ничего страшного в этом нет. В любое детское учреждение придя, как воспитанники будущее, вам обязательно все расскажут. Мгм. То есть, в принципе, особо переживать не стоит. Не стоит переживать вообще. Хорошо. Что еще как бы вот родителю лучше всего для себя принять перед тем, как привести ребенка в детский сад? Нужно готовить ребенка к разлуке. То есть Мгм. обязательно говорить ребенку, что я за тобой приду, ты не бойся, я обязательно приду, я буду на работе, поработаю, приду. Не нужно пугать ребенка тем, что вот ты будешь себя плохо вести, я тебя из детского сада не заберу, как Мгм. обычно это бывает в сердцах родители говорят. У ребенка будет откладываться негативное впечатление о детском саде, и Мгм. ничего хорошего из этого не получится. Адаптация может затянуться. Все время должны быть положительные настройки у ребенка. То есть, когда мама, даже если там где-то что-то не нравится, да, ребенка ругает, то говорить вот как бы вот что вот именно так или вот так не стоит. Не стоит таких вещей Мгм. говорить, конечно. У Мгм. ребенка это в памяти отложится, и Мгм. адаптация может затянуться. Мгм. А, Можно немножечко рассказать о том, что такое закаливающие мероприятия Мгм. своему ребеночку, как они могут проходить. Дома, может быть, попробовать без маечки походить или босиком походить там по Мгм. ковровой дорожке. Да, вот еще тоже интересный момент, да, о том,
что дети в детском саду, они ходят в определенно вот положенной одежде. Мгм. Дома не всегда, как бы, ну понятно, да, дома есть дома, там бегает он там в одних трусиках и бегает. Стоит ли начинать приучать ребенка ходить, допустим, в футболочке, в шортиках, в носочках, в сандаликах, чтобы он как-то более комфортно вот вошел в эту среду, или не стоит? Это можно, конечно, попробовать, но все зависит от ребенка. Если вот бывают дети, которые я не буду это надевать, Мгм. говорят, и ничего не поделаешь. То в таких ситуациях, конечно, нужно ребенку приучать носить определенные одежды, платьишки у девочек, и Мгм. футболочки, и шортики у мальчика. Так, в принципе, м, это не обязательно, если ребенок достаточно лояльно к этому относится. Мгм. То есть, в принципе, как бы вот ничего такого особенного не Нет, стоит ничего делать. особенного Хорошо. такого, да, не Они в стоит делать. детском саду по типу, что все ходят, и я буду, да? Да, Понятно, ясно, хорошо. друг Так, другу да, подражают. вот чтобы ребенку, конечно, было комфортно в детском саду, ну вот мы уже проговорили, да, что нужно подготовить, как подготовиться, что есть адаптация, вот тяжелая, средняя и так далее. Что в первую очередь, конечно, родителю нужно быть Конечно, готовым, да. да. А есть какие-то вот вещи, ну, вот, допустим, мы уже коснемся сейчас детского сада. Вот ребенок уже практически адаптировался, да, вот он уже пришел в садик. Какие-то правила, да, для родителей, возможно, чтобы вот именно адаптационный Мгм. период прошел более легко, более комфортно. Может быть, вот у вас в детском саду какие-то вот интересные Мгм. есть направления работы с родителями? Или, может быть, что-то интересное, как бы вы предлагаете родителям, ну вот как вот сделать Мгм. это комфортно, то есть весь этот период прожить комфортно, и ребенок в итоге будет и ходить благополучно в детский сад, и родители будут спокойны, да, и в итоге из детского сада уходят только с хорошими впечатлениями. Вот первоначально, конечно же, вот как Мы войти с в вами эту не среду. обговорили еще, что нужно ребенка настраивать на режим дня, который Мгм. проходит в детском саду. Да, это очень важный Это момент. важный момент. То есть, в принципе, да, ну вот с ваших слов, да, я понимаю, что ребенка нужно приучать именно к режиму Да, дошкольного учреждения. А этому режиму тоже где-то да, можно? конечно, на сайте дошкольного учреждения режимы То есть дня. для каждого возраста Да, там для каждого прописано. возраста Хорошо. прописано. То есть, в принципе, если я мама полуторагодовалого ребенка, я могу зайти на сайт, посмотреть меню, Да. для себя определить, да, и понимать, подобрать примерно хотя бы режим, да, потому что, ну, понятно, что у всех свой режим до определенного возраста детей, и попытаться как бы его воспроизвести дома, да, ну, хотя бы постараться. Да, постараться. Вот. А что делать, допустим, ну вот, если ребенок не ест какие-то продукты, или там ему запрещено, вот как быть в такой Мгм. ситуации? А, С запрещенным списком продуктов обязательно знакомится Мгм. медицинская сестра дошкольного учреждения и воспитатели, То чтобы есть они знали. родители должны предоставить это Да. как список. Если он, конечно, еще и медицинский запрещен, то Мгм. это обязательное условие, чтобы Ну, ребенку не навредить, конечно. То есть родители должны побеспокоиться об этом обязательно. Хорошо. А Конечно. если вот ребенок, ну, просто не ест, ну, бывает такое, что вот ребенок не ест, там, допустим, не знаю, ну, капусту не ест, да, там, или не ест там какие-то овощи, там, ну, всякое бывает, Мгм. дети разные. Как быть в такой ситуации? Ну, здесь ребенок, я не думаю, что останется голодным. Если, допустим, что-то из второго он не ест, то может первое съесть Мгм. ребенок. То есть голодным не будет, Голодным маме не переживать будет, не стоит. переживать не стоит, конечно. Но если уж совсем родители переживают и Мгм. говорят, что Мгм. мой ребенок не ест, бывает непереносимость каких-то продуктов, то были и такие случаи, когда родители Мгм. с собой еду приносили. То Но есть, это очень крайне редко. ну, это, наверное, только по По согласованию, согласованию конечно, и с... это если медицинские противопоказания Мгм. какие-то. То есть, если есть медицинские противопоказания, родители обязательно должны их предоставить в садик руководителю учреждения и Да. медсестре. Медсестры и воспитатели, конечно, тоже Мгм. должны Ну, об не, этом это знать. понятно, что их поставить в известность. И разрешение на
принос каких-то Мгм. продуктов, они должны получить от кого? От медика, в первую очередь, наверное, или от кого? Или от руководства И от учреждения? руководства, и от То медицинского. есть и от медицинского Мгм. работника, и от руководителя. Да, никаких запрещенных продуктов, типа, которые могут портиться быстро, Ну, сладкого. понятно, Только да. то, что То можно. есть, в принципе, как бы условия для ребенка всегда создаются комфортные, то есть и мамам переживать как таково особо-то Конечно, нечего. если ребенок плохо кушает самостоятельно, Мгм. то воспитатели и младшие воспитатели всегда детей докармливают. Если ребенок не хочет есть, никто, конечно, детей не заставляет насильно. Мгм. Хорошо, очень многих мамочек, допустим, задаются таким вопросом, да, ну вот такой вопрос мучает. А ребенок у меня не совсем научен ходить на горшок, Мгм. да, то есть, ну, всяко бывает, да, ситуации разные. Трусики не всегда чистые, да, где-то пописал, где-то, ну, не успел на горшочек, там, где-то там какулечка какая-то, там еще что-то. А, а вдруг он будет в этом ходить целый день? А ведь там же все сопреет. Ну, это я уже из Мгм. Своего того, что... опыта, Нет, да? не из своего опыта, а из опыта того, что родители часто, да, вот Мгм. родительское сообщество, мамочки на лавочке вот сидят и обсуждают такой вопрос. Вот что вы можете им сказать, этим мамам? Не переживайте, пожалуйста, уважаемые родители, ваш ребенок грязным никогда не будет ходить. А воспитатели и младшие воспитатели за этим очень тщательно следят. А после того, как дети поели, всех детей младшего возраста высаживают на горшок. То есть они там по какому-то определенному времени, в любом Да, по случае, да, определенному времени их высаживают на по, горшок. наверное, по каким-то физиологическим или по каким там этим, или это просто по времени, как их вот высаживают, там, на основе чего? По режиму. По режиму, да, хорошо. То есть, в Это идет принципе, для приучения а ребенка. если ребенок все-таки вот, ну, описался, и что? Ну, для этого нужно иметь запас трусиков, маечек и небольшой То есть с запас этим одежды. списком в любом, в Да, любом в случае вас любом ознакомят, Мгм. конечно. И обязательно поменяют и трусики, и маечку, если Мгм. она грязная. Ребеночек грязным ходить не будет, не Мгм. переживайте. Ну, это хорошо. Спасибо большое за такую вот подробную, да, таких вот вещей, ну, рассказа. Мы уже с вами обговорили вопрос того, что не стоит делать родителям, Мгм. чтобы ребенку было комфортно привыкнуть. То есть, ну вот в первую очередь, да, как мы видим на слайде, да, нельзя ни в коем случае говорить, что я не заберу Да, тебя, я конечно, тебя это там негативные установки, они у ребенка откладываются. что еще может? Что еще вот нельзя как бы делать, чтобы ребенок комфортнее пришел все-таки в детский сад? На что стоит обратить внимание родителям? Бывают такие ситуации, когда педагоги не совсем нравятся родителям. Мгм. Не знаю, в силу, может быть, возраста, может быть, образования, может быть, по Мгм. каким-то другим причинам. Когда ребенок с вами рядом, не стоит обсуждать педагогов, потому что у ребенка это тоже отложится в памяти, и будет негативная установка к воспитателям. Мгм. То есть, если вам по каким-либо признакам не нравится педагог, то это еще не значит, что он плохой педагог. И такое возможно тоже, да. Ага. То есть в любом случае, как это и считается все-таки каким-то элементарным тактом и культурой воспитания, да, что не стоит ни в коем случае при ребенке При ребенке не стоит обсуждать этого. детский сад и, естественно, педагогов, которые работают непосредственно с ребенком. И если что-то родителю не нравится, что-то не устраивает, возникли какие-то вопросы, куда ему стоит обратиться и что ему стоит сделать? Если возникают какие-то вопросы, конечно, можно их обсудить с воспитателями, Мгм. без отсутствия ребенка, с Мгм. отсутствием ребенка, либо подойти к педагогу-психологу Мгм. учреждения, если нет такового, то к заведующему и выяснить все вопросы. Ну, то есть, в принципе, как бы возможно на уровне учреждения решить любой Конечно, вопрос. любой вопрос возможно решить на уровне учреждения. Ну, спасибо большое за разъяснение, потому что очень часто такие нюансы, да, упускаются, и родители не всегда понимают, как действовать в той или иной ситуации. Вот приемы, да, вот ребенок, мы уже все, мы уже подготовили Мгм. карту, мы все это сделали, мы уже готовы к тому, что у нас будет адаптационный период, мы уже все, вот все, мы пришли в детский сад, и что
должна сделать мама, папа, ну, родители, Мгм. которые вот... Мы пришли в детский сад, все. Мы разделись. Ну, на первое время раздели ребенка, да, сложили в шкафчике, приготовили все. Дальше что? Давайте я вам расскажу то, как у нас происходит это в нашем детском саду. В нашем детском саду существует такая программа, разработана по адаптации детей раннего возраста, Мгм, мгм, которая называется «В детский сад с улыбкой». мгм, Она приводит к адекватному, почти безболезненному приспособлению ребенка к условиям детского дошкольного мгм, учреждения. мгм. Она является приложением к комплексно-оздоровительной программе нашего учреждения «Радуга здоровья», которая называется, и характеризует специфику адаптационного периода и на создание благоприятных условий, как я уже сказала. Состоит она из 3 этапов. Мгм. Первый этап – это подготовка родителей и воспитателя ребенка к условиям детского То есть, учреждения. в Называется принципе, она... взаимо, да, Да, такое вот трио получается, родители, да, да, конечно, все ребенок участники и образовательных воспитатель. отношений, как у Мгм, нас это в детском саду принято. мгм. Здесь первый этап проходит в апреле на общем родительском собрании будущих Мгм. воспитанников, где родители будущих воспитанников знакомятся с коллективом учреждения и кто за что отвечает. Например, заведующий учреждения представляет для родителей перечень документов для оформления ребенка в детский Мгм. сад и сроках их оформления. Старший воспитатель знакомит родителей с условиями детского сада, с организацией Мгм. жизни в детском саду, То есть то, режимом что как питания, происходит. да, Мгм. режимом дня, образовательной программой с То есть, воспитанием у малышей мгм. культурно-гигиенических навыков. То есть образовательная программа, то есть то, чему Чему будут будут, учить да, ребенка вот именно в этом возрасте, да? да, да, Мгм. да, да. Хорошо. Педагог-психолог раскрывает Мгм. особенности адаптационного периода Мгм. и показатели адаптации у детей. Воспитатели дают рекомендации, Мгм. вот как выглядит наша программа, дают рекомендации о том, как подготовить ребенка к поступлению в детский сад. Мгм. Для этого необходимо с первых дней жизни укреплять его здоровье, приучать к режиму дня, как мы уже Мгм. говорили. В первую очередь привести этот режим дня В дома, соответствии. да, в Мгм. соответствии с детским садом. Рациону питания уделить внимание, как мы уже с вами это все уже обговорили. Ну, допустим, творожные блюда какие-то давать, запеканки, овощи. Бывает, просто дети овощи не едят и не знают, как выглядит творожная запеканка. Стоит обратить внимание на формирование навыков самостоятельности и постоянно говорить с ребенком о поступлении в детский сад как о чем-то веселом, замечательном и ожидаемом событии. То есть, как вот многие дети ждут дня рождения, да, ой, у меня там будут подарки, у меня придут друзья, там, вот, наверное, то же самое можно говорить о детском саде, да, только с точки зрения немножечко другого порядка, что у тебя там появятся Да, друзья, да. там дети, там Только тебя ждут. положительные настрой. То есть говорить о том, что ребенка там ждут, его хотят там видеть, Да. без него там скучают. Наверное, вот это будет самое такое Отличные слова, да. положительное, да? Да, родителям мы раздаем брошюры, например, с режимом дня. Вот здесь они могут с ним еще ознакомиться, с правилами посещения дошкольного учреждения. Мгм. Например, как преодолеть детские капризы, что должен уметь ребенок в этом возрасте. Мгм. На данном этапе родители приглашают по возможности приводить ребенка Мгм. на прогулку, на участок детского сада, чтобы познакомиться с детьми и воспитателями. Родители также могут получать консультации по воспитанию и развитию ребенка у всех специалистов детского сада. Ну и также они могут ознакомиться на официальном сайте учреждения. Второй этап нашей программы – это приход мамы с ребенком в группу детского сада. Мгм. Здесь этот этап проходит перед посещением ребенка в детский сад.
То есть, допустим, да, мама в этот период, я так понимаю, что мама в этот период, ну не мама, а вообще родители в этот период проходят, наверное, медкомиссию, готовятся к поступлению в Мгм. детский сад, и вот как раз-таки в этот период приходят посмотреть, а Да, что такое вообще познакомиться. детский сад. То есть это Познакомиться. ознакомительное Да. такое, да? Мгм. Мгм. Они приходят, чтобы познакомиться с воспитателем для Мгм. установления первого контакта, чтобы ребенок ознакомился с помещением детского сада, как выглядит группа, где находится спальня, где Мгм. туалет, какие игрушки там есть. Пока родители общаются с воспитателем, ребеночек может пройти в группу и посмотреть обстановку, То есть чтобы... он может зайти в группу, походить, там, Да, потрогать, конечно. пощупать. То есть элементарное то ознакомление, как мы говорим, да, если вы как бы ребенка запустили на кухню, то он знакомится с кухней, да, запустили в игровую, он знакомится с игровой комнатой. То есть то же самое здесь происходит. То есть самостоятельное изучение, да, Да. ну понятно, что под присмотром взрослых, но ребенок изучает вообще саму группу, знакомится с ней. Да, знакомиться с группой. Мгм. Здесь мы еще раздаем, воспитатели дают родителям анкеты, Мгм. где родители отвечают на вопрос, чтобы более знать ребенка. Мгм. Либо они пишут сочинения про своего ребенка. Мгм. На основе вот этих вопросов, вот с ними можно ознакомиться. Примерные вопросы на предыдущем Ну, слайде были. А, Ну вот, например, да, как вы называете ребенка дома? То есть, насколько это комфортно вообще будет ребенку в детском саду, если его называют, допустим, Александр, а дома его называют Сашенька, да, то, наверное, в принципе, как бы это будет такой мостик небольшой, да, хотя бы даже имя слышать Ну, свое, это как безусловно дома. поможет. Мгм. Если ребенок будет капризничать, у нас еще в группах раннего возраста в спальне Мгм. есть такой небольшой уголок с фотографиями мамочек. Мамочек, папочек, там, детки в домашних условиях. Это очень помогает детям проходить То есть они адаптационный видят период. их лица, как бы понимая, что они здесь не одни, что хотя бы в таком варианте, Да, ну, конечно. родители с ними. Естественно, Ага. мы разрешаем детям брать игрушки свои любимые с собой. Мгм. И если ребенок засыпает с соской, то никто забирать у него соску эту не будет. Ну, пока хотя Пока, бы. да, Да. пока не привыкнет спать. А в период адаптации, конечно, мы подстраиваемся под То условия есть дома. радикальных мер вы не принимаете. Нет, не принимаем. Понятно. Все, Поэтому, уважаемые родители, услышьте педагогов, никто никаких радикальных мер при поступлении в детский сад к вашему ребенку применять не будет никогда. Всегда пойдут только навстречу, конечно. всегда помогут разобраться, дадут ценные советы. Да, конечно. Прежде всего для нас это дети. Это самое Мгм. важное. И третий этап у нас это постепенное привыкание к детскому саду. Мгм. Главное на этом этапе это привыкнуть к режиму детского сада, потому что это Мгм. все-таки очень сложно для Мгм. детей. Резкая смена может повлиять на здоровье, как мы уже с вами говорили. Вот еще одна из причин частой заболеваемости детей раннего возраста. Поэтому нужно осуществлять в этот момент, когда дети привыкают, рекомендации педагогами и медиками. Данные Мгм. рекомендации стоит осуществлять. Они способствуют укреплению здоровья малыша. Мгм. Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, быстро засыпает, Мгм. просыпается в бодром настроении, играет Мгм. один или со сверстниками. По окончании адаптационного периода в нашем Мгм. дошкольном учреждении собирается психолого-педагогический консилиум, в который входят Мгм. специалисты учреждения, педагог-психолог, воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по То есть физической все культуре. специалисты, которые работают непосредственно с группой детей, группой вот, детей, которые да. только поступили в садик. Да, да. Мгм. И медсестру мы приглашаем по Мгм. согласованию. На заседаниях мы обсуждаем результаты проведенной работы, результаты прохождения детьми адаптации, анализируем итоги Мгм. и корректируем что-то. Какие-то, допустим, если у ребенка очень тяжелая форма адаптации,
то мы решаем, стоит ли обратиться к педагогу, психологу, или, может быть, разработать какие-то дополнительные меры, которые помогут ребенку более проще войти в коллектив детский сад. Да. Мгм. Ну, судя по тому, как используется наша программа, у нас за 3 года наблюдается положительная динамика Мгм. адаптации. Да, вот немножко такие года. Вот. То есть, в принципе, да, вот ваша предлагаемая программа, которую вы разработали на уровне детского сада, дает такие хорошие положительные результаты. Да. А, Такой вопрос еще. Скажите, пожалуйста, а на уровне дошкольного учреждения у вас создан психолого-медико-педагогический консилиум? Да, вообще? как раз я про него и говорила, что мы То есть это обсуждаем вот как раз результаты таки, да, вот этот адаптации. консилиум, который не просто обсуждает, а, наверное, помогает как-то адаптироваться и родителям, и ребенку, и сопровождает ли он в пути ребенка в период адаптации? Конечно. Работают ли с ним специалисты? Конечно, педагог-психолог работает с детьми, у которых Мгм. очень тяжелая адаптация. Музыкальный руководитель Мгм. подбирает специальные музыкальные игры, которые способствуют адаптации. Воспитатели подбирают Мгм. игры Мгм. адаптационные. Старший воспитатель тоже помогает, конечно, во всем Мгм. здесь. Ну, Все хорошо. участники образовательных отношений участвуют в этом. С Замечательно. родителями мы То есть, общаемся. в принципе, как бы вот, ну, такая достаточно хорошая программа. Я вот прям даже завидую, потому что когда мои дети ходили, как таковых таких программ не существовало. И вот мне, допустим, как маме, достаточно было не особо комфортно, да, скажем так, при поступлении моих детей в детский сад. Почему? Потому что даже несмотря на то, что я сама была работником детского сада, дошкольного учреждения, я была педагогом, но как бы такого вот конкретного сопровождения моих детей, ну, к сожалению, на тот период, да, в те года не было. Сейчас я так понимаю, что родителям очень повезло, что их настолько окружили заботой, настолько дали им вот комфорт, Да, уют помощь. и такую помощь действительно и эмоциональную, и психологическую, и педагогическую, да, когда можно обратиться по любому вопросу и тебе помогут. То бишь не только твоему ребенку, но еще и тебя смогут сопроводить и Конечно. тебе помочь при адаптации. Ну, это, конечно, очень замечательно. Вот. Спасибо, Дарья Владимировна, за такое интересное направление. Я надеюсь, что мы еще раз встретимся. Если возникнут вопросы у наших педагогов, мы еще раз поднимем эту тему. А на сегодня все, уважаемые коллеги. Спасибо вам большое, Дарья Владимировна, за то, что вы были с нами. До свидания, До свидания. друзья.